Так, Bismillahirrahmanirrahim. Надо или духой, да, или шида. Müzikşen, problem şey. Так, мы в эфире. Ограниченный доступ. Можно, супер. Так, все, эфир идет. Я так полагаю, нет, не идет эфир. Подождите, это не тот. Да будут ешин самартьяш. Все, эфир идет, все нормально. Друзья, я извиняюсь за задержку. Все. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 23 февраля 2024 года, день возрождения чеченского народа, 23 февраля. Так как 23 февраля 1944 года русские фашисты под видом депортации, русисты, империалисты, во главе со Сталиным нас депортировали, под видом депортации совершили геноцид чеченского народа, в котором убили 60 и более процентов наших чеченцев и ингушей. В связи с этим мы 50 лет праздновали День скорби, День памяти. Сегодня он тоже остается днем памяти, но сегодня еще с 1994 года на 50-летие оплакивания погибших Джагат Дудаев переименовал, и присутствующие на митинге с ним согласились, его в этом поддержали. И отныне 1994 года чеченский народ празднует День Возрождения в этот день. И мы возродились и продолжаем возрождаться еще сильнее. Друзья, я выражаю глубокие соболезнования всем, кто пережил, погиб, всему чеченскому народу, потомкам тех, кто пережил. Ну и поздравляю вас с Днем Возрождения. Да, ты гайбертки юэлькой. Да, Варч аллец. Да, ютилхой. Да, ютадуев. Ой, сумхашен, да. Да, мула. Так, друзья, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Очень интересное и занимательное событие произошло на нашем канале. Как вы помните, в прошлый стрим, после того, как он завершился, прямо как только он завершился, наш прошлый стрим, произошло очень странное такое событие. Дело в том, что после того, как наш стрим позавчера закончился, на моем канале было просмотров, сейчас я вам скажу, чтобы не быть голословным, 44 645 просмотров, 44. Это при том, что до этого у нас 6500 просмотров, 5600, 4900, 10900, там, ну и так далее, там 4, 5, 6, 10 тысяч у нас просмотры обычно бывает. Но прошлое видео, которое у меня называется
иноагент Аслан Арсович, по прошлый стрим Аслан Арсу иноагент, у нас набрало сразу же 40, сперва 6 тысяч было, 8 тысяч, быстро-быстро все, и добралось до 43-4 тысяч, вот как вы сейчас видите. Дело в том, что цифры, которые здесь есть, их рисуют как хотят. Нужно это видео, если есть необходимые ресурсы у вас для этого, вы можете это видео расшарить везде только можете. Так, одну секунду, друзья, сейчас мне нужно кое-что здесь исправить. Видео, которое у нас было. Так, нет. Видео, которое сегодня мы... Сейчас это... То, что у нас сейчас состоялся стрим, я его просто сохранял, оно вот сейчас сохранилось. У нас он как раз только, как вы видели, закончился стрим в Zoom. Мы общались с представителями президиума. Там были еще представители из Украины. Ну, потом это видео вы тоже увидите. Так вот, возвращаясь к этим просмотрам, как они это все делают. Достаточно, чтобы у вас было много просмотров и много подписчиков. Вам достаточно, чтобы вы знали алгоритм, механизм действия в YouTube и распространяли ссылку там в разных социальных сетях там, и так далее, и так далее. За один день вчера около 300 человек подписалось, 44 тысячи просмотров, почти уже 45. И, ну, это странно, как минимум это странно. Это говорит о том, что это еще при том, что с нашего канала еще не сняли серый бан, нам не разрешили еще монетизацию, это только в марте YouTube нам все это снимает. Я хочу сказать, что это ровным счетом цифры, они ничего не значат. Важно то, что в море этой лжи мы всегда должны найти правду. И на этом канале, и я вам говорю только правду. Ищу ее, нахожу ее, чего бы мне это ни стоило, сколько времени мне это не занимало бы, нахожу и доставляю ее до вас, мои соотечественники, мои зрители и все остальные. Поэтому, друзья, все нормально, только, как говорится, взлетаем, как говорится, все, кто были со мной, когда мы падали, пристегнитесь, мы взлетаем, друзья. Как-то так, да. Так, здесь разные к нам заходят люди. Аустин Марстон там считает Украину и Израиль, ну, подхолопно, видимо, или холоп. Считает, что они враги. Ну да ладно. Мало ли кто есть тут. Да? Если бы зла было бы не так много, мы бы не оказались бы в этой ситуации. Эти люди, кто выступают за Россию, эти люди являются носителями зла. Может, они до конца этого сами не понимают, но фактически это люди, несущие зло. Так, друзья, почему у нас в чате нету ни одного комментария? Вот 53 человека смотрят и нету ни одного комментария. Перезагрузить, что ли? Нужно. Нету. Ты смотри. Неужели вы не можете мне писать комментарий? Что случилось? Напишите кто-нибудь. Вот точку поставьте. Только тот, кто не в фашистской России и не в Ичкерии. Так, попробую сам что-нибудь написать. Ну все, работает, чат есть. Так, есть Шамиль, валейкум салам. 7 минут задержкой смотрю, да? С задержкой идут, да? Ну, Шамиль, нужно поменять мне компьютер. Сам себе царь. Так, Нат, вот, видите. Вас нужно было попросить со мной поздороваться просто. Добрый вечер, Нат. Витаю вас. Валейкум салам, Адам. Не, Адам, я просил в Ютубе, ну... Алейкум салам, тебя тоже я приветствую. Так, друзья,
задавайте ваши вопросы, комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Друзья, я убрал всех модераторов из YouTube. Я не смог убрать из TikTok всех модераторов. Дело в том, что фашистская русня признала меня чужаком, иностранным гражданином, работающим на иностранную разведку, как я понимаю, и обозвала меня иноагентом, иностранным агентом. Но я думаю, это как бы медаль, это награждение меня, потому что мои 9 лет жизни, которые я провел здесь, в Европе, уехав сюда, вознаградились, мои труды не остались незамечены. Они то, что незамечены с первого дня, я знал, как только с YouTube они убрали мне монетизацию и там занесли мой YouTube канал в список запрещенных на территории фашистской России. Но на этот раз они атаковали не меня. Они атакуют тех, кто меня слушает, кто слышит от меня правду, кто потребляет контент, который я произвожу. Так вот, дело в том, что те люди, кто мне хоть там 1 центом поможет, где-то кто-то что-то там, поддержку там какую-то окажет, эти люди будут считаться автоматически штрафоваться. И затем потом уже против них будут возбуждаться уже уголовные дела, если они продолжат заниматься поддержкой меня. Поэтому я убрал всех своих модераторов. Для того и в ТикТоке все, кто будет сейчас писать, моих модераторов, я прошу отметиться, написать мне комментарий здесь. Я удалю вас, тот, кто мне напишет, потому что я не смог найти в ТикТоке, как удалить модераторов всех своих. Поэтому всех своих модераторов прошу отписаться мне здесь в прямом эфире, чтобы я вас мог удалить. Чтобы у вас не было, у них не было оснований вас из-за этого обвинить. И опять же, всех, кто захочет снова стать моим модератором, мое дело предупредить и дать этот шанс вам. Те, кто хочет остаться модератором, вы можете написать мне: пожалуйста, я хочу остаться модератором, все риски я беру на себя. И в таком случае я вас включу модератором. Но вы должны это понимать. Войнах, ты первый, который у меня на примете, которого я удалю из модераторов. Я надеюсь, ты меня понимаешь, о чем я говорю и почему я это делаю. И если же ты хочешь оставаться дальше модератором, то напиши, что ты хочешь остаться. И все, и я тебя оставлю. Витаю вас, Володимир. Давно вас не было, Володя Онищенко. Витаю вас. Так, Война, я тебя сейчас попробую удалить. Посмотрю, как это делать. Управление правами модератора. Сейчас как это делать. Удалить Войнах из модераторов. Войнах. Мне было трудно это сделать, может. Но если ты захочешь, ну вы знаете, короче говоря. Как-то так, друзья. Так, все остальные тоже, друзья, пишите, модераторы мои. Так, ночи агучуэля. Ночи одного модератора учат. Собордилаш. Хорошо, что ты объявился ночью. И все остальные, друзья. Так, ночью наверх. Так, ну все, в принципе, технические такие, организационные вопросы, в принципе, закрыли. Давайте продолжим наш стрим. Итак, Славочки, героям слава. Максим Вирт, героям слава. Так. Так, я хотел зайти на страницу Генерального штаба Сбройных сил Украины и рассказать о потерях фашистов за прошедшие сутки. Очень много уничтожено за прошедшие дни. Русские вновь и вновь пытаясь взять 2 кирпича, которые остались от Авдеевки, засылали свою пехоту. 1000-1200 каждый день убитых и раненых русских террористов, которые пришли на украинскую землю с оружием в руках. И за сегодня, за прошедшие сутки, уничтожено 1000 русских террористов и их пособников. Ну и вот предыдущие дни я наблюдал 1200, 1000 и так далее, и так далее.
Ну что ж, что можно сказать? Слава ЗСУ, слава Украине, я могу сказать, друзья. По-другому просто да, не вариант. Да. Закай хороший для лидера и президента Ичкерии, ваше мнение? Анна, ну вы, наверное, не смотрите мой канал. Ахмед Закаев не является лидером чеченского народа. Ахмед Закаев является самозванцем, человек, который на крови чеченского народа делает себе карьеру, бизнес и все остальное. И этот человек подписывал документы, где он нас признавал частью фашистской России. Человек из его окружения, из его правительства, точнее из его театральной труппы под видом правительства, играющие роль правительства, люди вербовали меня на российскую разведку, пытались меня вербовать на российскую разведку, ну и так далее, и так далее. Ахмед Закаев не является лидером чеченского народа и никогда им не будет лидером чеченского народа. Он может лидером своей группы вот этой, он может быть лидером там российских коллаборантов быть, но чеченского народа лидером он быть не может. Ва алейкум ассалам, Эназар, машвой. Так. Слава Ичкерии. Героям слава. Так. Немецкий понимаешь? Да, немножко понимаю, немножко. Ну, так как я его практически, я учил его, и на все митинги у меня был экзамен по немецкому языку, а 23 февраля театральная труппа Ахмеда Закаева, я тогда не подозревал, что это театральная труппа, я думал, это реальные патриоты чеченского народа, они проводили в Гааге митинг, и я поехал туда вместо своего экзамена. Потом, конечно, с большим горем мне пришлось его пересдать, этот экзамен, и я его сдал, но, как вы видите, мое все время находится в информационном пространстве, чеченском и в русском информационном пространстве. Их либо Deutsch. Это супер, НЗ. Ты чеченец, и ты живешь, ты любишь, живешь в Германии. Отлично. Ты живешь в Германии. Это круто. Это очень круто. Но одного жить недостаточно. Если ты ночи, ты должен помогать своей Ичкерии. Так, по приглашению пользователя Ичкерия навсегда к нам присоединился израильтянин. Я тебя приветствую, израильтянин. Ичкерия навсегда тебе отдельный баркал. Так. Ну что, господа, что-то у нас немного, да, сегодня? Видимо, сегодня как помочь Ичкерии? Как помочь Ичкерии? Говорить правду в Ичкерии? Распространять правду. Вот президиум, только что у нас был стрим президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это реально наш лидер, представители нашего народа. Не один там лидер, туда входят Муса Баматгириев, Аят Эдигов, Алла Дудаева, еще разные люди, которых я пока не буду называть, и некоторых я не знаю, кто туда входит, потому что засекречено все, потому что этих людей убивают, их родственников убивают, преследуют, сжигают дома, да, ну все делают то, что только возможно. И это есть реальные наши лидеры. Вот, нужно поддерживать их, и нужно, чтобы мир признал. Ну, мир, чтобы признал, да. Так. Что за Израиль, во Грозный. Что за чеченцев, а за кого? Что за чеченцев? Так, Ребель, я тебя тоже убираю из модераторов. Вы меня извините, друзья, но я вынужден. Да. Если захочешь, снова попросишься, я тебя включу. Это будет трудно. Ну, извините тогда. Трудно. Грозный, ты за Ичкерию? Я не могу понять. Ты почему говоришь? Я за Ичкерию, а ты за кого мне скажи? Ты, я так смотрю, там что-то там против Израиля имеешь, да, спрашиваешь. Ты за Ичкерию, да? Если ты за Ичкерию, Грозный, скажи мне тогда, что ты делаешь для того, чтобы быть за Ичкерию? За Ичкерию. Büyüstik, hul büyüstik. Sen o Чечения.
Так, аусивай охрен канал гую. Охрен канал, да, ичкери, цадуаш, да? Волки, ислам, какие-то обезьяны. Ну, короче, такой, ни одного слова про Ичкерию. Значит, ты за русских, я так полагаю, да? Ага. Почему вы все за русские всегда говорите что-то, то, что нравится? Я за чеченцев. Ты не за чеченцев, ты за русских. Если бы ты был бы за чеченцев, у тебя была бы хоть одна картинка про Ичкерию там, на твоем канале. Ты не за чеченцев, ты за русских. Ты под видом мусульман, как бы, ну ни слова не говоришь про Ичкерию, про чеченцев. Вот, наверное, как у меня. Ну, значит, ты такой же. Зашел такой же, да. Вы же заходите ко мне спросить за Израиль я, или почему я такой сикой плохой там и так далее. Вы же для этого заходите. Правильно? Потому что вы не делаете ничего для Ичкерии, ничего для чеченского народа. Вы делаете для себя. Не говорю посты про Ичкерию, как у меня. Я думаю, Цегин Хагулютит, я очень на Гинсун. Чувствую, он мне говорит, я всегда захожу на их канал, смотрю, смотришь, а там туфта полная. А у тебя Дудаев здесь стоит первый. О чем ты говоришь? У тебя Гилаев здесь есть. Нет, да. Сан of Чечня. Да, ты имеешь в виду, в отличие от тебя. Ну, у тебя все здесь про нашу тему, тебя видно, да. Это, конечно, я не говорю, что у кого есть, он правильный, а у кого нет, он неправильный. Просто я говорю, что у тебя хотя бы есть возможность мне сказать, почему ты не поддерживаешь Палестину, почему ты там поддерживаешь Израиль или не поддерживаешь Израиль. У тебя какие-то основания есть. Но человек, у которого нет ничего на канале, он мне начинает задавать, а что ты делаешь? У меня вопрос для чеченцев, для Ичкерии. Ничего. Я думаю, надо объединиться, тогда только у вас получится. Анна, спасибо, это была ваша помощь. Спасибо вам большое. Это была невероятно очень нужная нам помощь, нужный верный совет. И мы как постараемся его придерживаться. Я все понял, я просто с ним, потому что у меня к нему никому претензий нету. Ну, а сам вообще был, а претензий у собой. И, по крайней мере, у тебя видно, ты какой-то деятельностью занимаешься и популяризируешь наших героев, там, Дудаева, там, 3-10. При этом ты можешь там видеть ситуацию в Палестине и Израиле по-разному. Это сугубо твое мнение. И если я смогу тебя убедить, если ты независимый человек, я тебя во многом смогу убедить, потому что я приведу факты, и ты не сможешь ничего возразить, потому что ты независимый человек. А если ты зависимый человек, любые факты, какие я мне приведу, они никак на тебя не повлияют, потому что ты не можешь принимать сам решения, потому что ты не независимый человек. А вот люди, которые ничего не делают, являются чистыми, вот там комментарии написать, там где-то там русским угодить. Вот они заходят и пишут, а ты что против этого? А ты что за Израиль? Израиль прав, я говорю. Если он в других случаях, в этих войнах, он был бы прав так, как он был прав 7 октября, когда на него напали и совершили акт геноцида, то это просто кристально всегда справедливое государство. Потому что всегда на них, если в прошлые разы были такие же, над ними 1200 женщин, детей, стариков, мужчин убили. Что должны сделать? Любые. Вот то они и делают. Нарушают они правила ведения обычая войны. Надо жаловаться. Но они имеют право защищаться. Вот и все. Ну да ладно, это уже не та тема, которую они хотят нас увести. Вернем, согласен с тобой, нравится тебе слушать, хоть и не все мнения у нас с тобой сходятся. Да, поэтому мы и с тобой чеченцы, потому что у нас у каждого свое мнение. Мы с тобой свободные люди. Ты можешь со мной не соглашаться, но ты должен чуть-чуть разум иметь, понимать, что кто за нас, кто против нас. И ты его имеешь, и у тебя есть свое мнение, у меня есть свое мнение. Вот и все. Так, ты, брат, не прав, измени свое мнение. Брат, включи мозги и информацию. Так, правду удаляешь. Да я ничего не удалил у тебя, Грозный. Вообще я тебя не удалил. Я тебе столько времени уделил, а ты мне говоришь, я тебя удаляю. Не удалил.
Здесь ты какую-то пакость напишешь, просто ТикТок не пропускает. Я тут одному сейчас писал, он мне 2 комментария не пропустил. Со своего другого аккаунта я писал сюда. Много русских тоже за вас болеет и поддерживают. Я задавал этот вопрос своим знакомым многим. Ну, я не знаю, Анна, этих многих русских. К большому сожалению, их не очень много. Есть кто нас поддерживает, мы их уважаем. Но их немного, очень немного. Просто очень-очень немного. Про Израиль. Так, ну все, Рустем. Можешь проходить мимо, да? Как ты сделал вывод, с кем я? Я не напишу никогда пакость. Ну, ты заходишь сюда, пишешь тот комментарий, который мне пишут все тролли. Ты там против Палестины, ты там за Израиль, ты там это, третье, десятое. Я не против, конечно, чтобы писали. Но ты мне задаешь вопрос, ты против Палестины, да или нет, скажи, ты мне говоришь. Я у тебя спрашиваю, а ты за кого тогда? Почему у тебя есть страница, и на ней нет ничего про Ичкерию, про твое свободное государство? А Палестину поддерживают русские. Арабы и русские братья. Понимаешь? Они братья. Они сами об этом говорят. И арабы говорят, и сейчас русские это говорят. Понимаешь? А мне русский не брат. Имперец мне не брат. И его брат мне не брат. Вот и все. Вот поэтому я сделал такой вывод. А теперь поехали дальше. Мне тут YouTube напомнил 3 года назад. Смотрите, какое было очень интересное такое событие. 23-25 февраля в 2021 году готовится депортация чеченцев из Германии. В день депортации фашистской России чеченского народа в 1944 году. Совпадение или дружественный жест? Нам тогда удалось предотвратить вот эту массовую депортацию. Мы очень много писали, говорили. В это время тогда нас массово Россия усиленно через свою агентуру пыталась нас отсюда депортировать. Мы проводили здесь в Гамбурге, в Берлине митинги. Писали очень нелицеприятные даже вещи для немцев писали. И нам удалось тогда сорвать вот эту массовую депортацию. Хотя еще какое-то время некоторых людей депортировали. Это тоже факт. Сейчас все это как бы застопорилось, сейчас все это остановилось. Но при всем при этом, опять же, сейчас много людей, которые не знают своих прав, тоже у них возникают проблемы с депортацией. Так, Асан, друг моего врага, мой враг, будь он из самой Каабы. Не то, что он твой, это их друг, он их брат Ичкерия Форева. Но Кааба к этому отношения не имеет. Давайте мусульман оставим. Я мусульманин, друзья. Поэтому давайте мусульман оставим и будем персонально, конкретно говорить. Я мусульманин. И я поддерживаю Израиль, который абсолютно не виноват был 7 октября. Виноват он был только в том, что он был близорук и позволял русским террористам строить у себя на территории мечеть имени Кадырова. Вот в чем виноват Израиль. И вот за это я могу обвинять Израиль и буду обвинять. А за то, что какие-то террористы на них напали, убили и совершили акт геноцида по отношению к ним, за это я не могу, даже если эти террористы, мне там миллион человек доказывают, что эти террористы мои братья. Они мне не братья. Террористы мне не братья. Понимаете? И братья русских имперцев мне не братья. Как-то так, друзья. Как-то так, друзья. Поэтому Саваш, Ичкерия Форева и Кааби Юмш Андитердувай, а так, да. Андитердувай, да. Так, я тоже мусульман, но я имел в виду про араб. Все, Ичкерия, сохятом, حويكم ماتسبون انت ولا هين اسالك نيستقيت اسبوعчина. Ваша кровь течет у русских большинство. Анна, я не понимаю, о чем вы.
Боже, храни Америку, Израиль, Украину и особенно Ичкерию. Да, Ичкерия Бурева. Нападение на детскую школу — это правильно. Ну, во-первых, взрослой школы не бывает. Бывает детская школа, конечно же. И 226-я школа в Беслане, про которую вы говорите, она произошла только после того, как произошло 225 школ в Чеченской Республике. И дело в том, что вот эту 226-ю школу в Беслане, которая находится на территории России, Осетии, там детей и людей, ну, несколько мужчин там было расстреляно, захватившими школу, а ни одного ребенка не было убито. Русские террористы убили 226-ю школу. Но почему-то в этом мире забыли поставить памятники 225 школам, где убито 42 тысячи детей в этих 225 школ. В отличие от 186 детей, убитых в Беслане, из 334 убитых людей, там погибших, 186 были дети, к большому сожалению. И я ни в коем случае не могу оправдывать или как-то поощрять эти действия. Нет. Но я могу сказать, что те люди, которые захватили школу в Беслане, после 225 школ, которые были уничтожены и убиты 42 тысячи чеченских детей, требовали лишь одно, чтобы не было больше уничтожений чеченских школ. Чтобы не было уничтожения чеченских деревень, городов, роддомов, больниц, рынков, мечетей, скопления людей, автовокзалов. Они об этом требовали. Но их убили вместе с этими детьми, которые там находили. И поэтому кто вы такие, чтобы мне и нам, чеченцам, пытаться вставить в какую-то вину? Ваши расстреляли, ваши русские террористы из ФСБ, КГБ, ГРУ, военные, расстреляли эту школу и убили всех, кто захватил эту школу, и всех, кто был захвачен в этой школе. Понимаете? О чем вы можете говорить? Понимаете? В приличном обществе люди, которые из России, не могут рот открывать даже. Понимаете? У вас нет такого права без разрешения, если вам не дают слова, заходить мне, писать здесь и открывать рот. Это так, чтобы вы мне больше не возвращались к этой теме. Витаю, Конрад, витаю вас, витаю. Я выражаю соболезнования всем родным, всем, кто погиб в этой школе, Беслановской школе. Хотя осетины не выражали соболезнования. Никогда я не слышал от осетин, ну там за редким исключением, может, в личных беседах кого-нибудь, публично я не слышал, чтобы осетины выражали соболезнования за 225 школ уничтоженных, в том числе россиянами, осетинами. На территории Чеченской Республики Ичкерия уничтожены 225 школ, ни одного соболезнования. А я вот такой вот злой, неплохой, очень плохой злой чечен выражаю соболезнования. И осетинам выражаю, и всем невинно убиенным. И призываю и желаю тем, кто воевал у нас дома, отправиться вслед за теми, кто не вернулся с нашей страны. Да, жаль, Беслан, и мои соболезнования. Да, Баркал, Ичкерия Форева. Так, ты провокатор. Аслан Садайдаев. Аслан Садайдаев, ты провокатор. Садайдаев, да? Пытаться захватить Дагестан. Кому нужен Дагестан захвачивать? Ты что, дебил? Дагестан захвачивать. Там живут люди, которые хотят жить свободному. И все. О чем ты говоришь? Можно подумать, там живут какие-то там рабы, которых можно захвачивать и захвачивать, и они слушают нас. Так. Валейкум салам, бек Хамза Чавега Кельчубелуэ Нагмашвой. Слава Ичкерии, героям слава, витаю вас, все друзья. Сенсей Хамза Чагмашволь.
20 лет живу в Израиле и видел много чего. То, что умирают дети, неважно, евреи или палестинцы, но любых террористов надо ликвидировать. Ильгар абсолютно с вами согласен. Терроризму нет оправдания. Пани Аслан, вы справжний чеченец. Спасибо, Владимир, спасибо. Мне жалко, что умирают дети. Совершенно верно. Сам по себе против этой нечисти. Так. Шалом алейхум, Асан. Шалом, Ян Маназон. Шалом. Ума, пани Аслане. Дякую. Салам всем салам это. Салам. Кому служит то, ты делаешь крутящий зик. Бред, а я здесь крутящий зикр. Что такое? Аслан, назови хоть одну страну, которая так варварски и безнаказанно убивает людей. Только фашистская Российская Федерация это делает веками. Я гражданин США и пишу и говорю везде, где можно об этом. Моя мечта суд над ФРФ. Да, это спасибо тебе. Спасибо тебе большое за этот комментарий, за то, что ты это говоришь и пишешь. Это очень важно, так как ты американец. И спасибо за вчера то, что ты мне сказал, что ты как американец принес свои извинения чеченскому народу и мне лично. И я благодарю тебя за это. Ты первый американец, кто это мне сказал, и я это услышал. Да? Все, кто работает в МВД, ФСБ, Росгвардии, вся нечисть. Все, Луиза, я не понимаю тебя. Деваш, так, все нечисть. И не мысль, так, все, Луиза, тебя мы баним, потому что это нести вот это зикр, мусульмане, не мусульмане. Здесь я не понимаю, к чему вы идете, да. Я что, просто канал не может быть, Грозный меня спрашивает. Я за мусульман, говорит, в сердце должно это все быть, он говорит. Но если у тебя это должно быть в сердце, в первую очередь, ислам должен быть в сердце, правильно? Это самое главное. Религия, она должна быть, в нее нужно верить, она вера должна изнутри. Почему у тебя на канале нету ничего про Ичкерию, а есть про какой-то там, какие-то там картинки непонятные есть. И понятные, и непонятные там есть. Вот о чем. Говори про Ичкерию. Так что, один лил дихай. Это опасно, понимаешь? Не будем друг друга обманывать. Да? И ты это знаешь, и я это знаю. Ты боишься говорить про Ичкерию. Понимаешь? И поэтому ты говоришь про религию. Про религию тебе говорить можно. Если тебе запретят говорить про религию, ты не будешь говорить про религию. Вот и все. И так и умадать. Хацлег мадитивай. Хуни суни хуште. Гуш мадуй. Далла могой. Ладно, поехали дальше. У этих преступлений, которые не совершал фашистская Рашка, нет таких преступлений, которые не совершал фашистская Рашка, Владимир Зеленский. Да, совершенно верно, Дадик. Делир салам машал. Так, слава героям, которые стали на защиту Украины. Амин. Да, я тоже. А так многие я тоже боюсь. А так многие из-за вас. Ну, Анна, это хорошо, что есть из-за нас. Но, пожалуйста, проявите как-нибудь вот эту. Почему вот все русские либералы, ну все я, конечно, не могу сказать, есть русские такие, как Сотник, Стамахин, там много других русских. Почему вот либералы, оппозиция, которые сюда приезжают, первым делом должны пнуть, просто их долг просто, пнуть Ичкерию, пнуть чеченцев, пнуть свободных чеченцев. Почему? Почему ублюдочная просто, конченая мразь Ходорковская приезжает сюда после 10 лет отсылок и говорит, с оружием в руках она пойдет уничтожать чеченцев, топить в крови, потому что когда-то какие-то крепостные холопы погибли на этой войне, их царь послал, и их чеченцы убили на своей земле. И по какому-то праву КГБшник, холоп, ублюдина Ходорковская желает, чтобы мой Кавказ стал их, потому что какой-то бич-холоп когда-то там погиб, которому никакой КГБшник Ходорковский не имеет никакого отношения к этому холопу. Но почему-то он считает, вот почему вы такие русские, скажите мне.
Почему за вами надо бегать и говорить: пожалуйста, не убивайте нас, пожалуйста, признайте нас, за нами право, то, которое есть у вас. Иметь свое государство, растить своих детей на своем языке, воспитывать в своей культуре своих детей, в традициях. Вот не понимаю я, вот все, Милов есть такой, бандит самый настоящий из ФБК. Этот бандит приезжает сюда и заявляет, что наш Джохар Дудаев бандит. Этот человек был вокруг Путина, вокруг этой всей этой кормушки, находился, кормился, во время геноцида чеченцев молчал, а теперь он, видите ли, выехал сюда, и теперь Дудаев у него бандит. Милов, это ты бандит, понимаешь? Не то, что бандит это мужчина, ты вообще никто, Милов. Это я тебе заявляю, чтобы на всякий случай не забыл ты. Вдруг ты забудешь, посчитаешь себя кем-то, да? Как-то так, да. Вот такие вот, это у них сигнал такой. Вот я почему у меня претензии к русским. Меня обвиняют, что я русских не люблю и так далее. Никаких проблем у меня с русскими нет. Но вот у меня есть проблемы, у русских со мной есть проблемы, с чеченским народом. Вот вы объясняете нам, что у нас не должно быть государства какое-то. Как-то у нас не должно быть. Вот как-то получается, что у вас оно должно быть, а у нас его не должно быть. И геноцид у нас идет, нас уничтожает, вы все молчите. Русские правозащитники, российские правозащитники, это пособники по большей части. Не просто обычные русские, правозащитники, пособники. Понимаете? Российские правозащитники, пособники геноцида чеченского народа. Я это со всей ответственностью заявляю. Потому что здесь, на Западе, вот эти правозащитники пытались представить путинский фашистский режим с человеческим лицом. И пытались вогнать рамки в рабство чеченцев. Вы никогда не вгоните рабство чеченцев. Вы убьете каждого чеченца, но никогда не вгоните в рабство. Да, чеченцы замолчат. Когда убивают женщин, детей, стариков, люди молчат. И готовы выполнять любые действия, чтобы их не убили, их родственников, их женщин, их детей и так далее. Но поверьте, ни один чеченец никогда в своей жизни не забудет. Русские называли нас всю историю трудным народом. Так вот, мы не трудны. Мы просто очень хорошо имеющие память и имеющие фундамент свой. Тысячелетний фундамент, в отличие от русских, у которого нет, к сожалению, этого фундамента, и любой, кто приходит, его переделывает и лепит из этого пластилина, какой хочет себе, хочет Франкенштейна, хочет там Фредди Крюгера, хочет там какого-нибудь там либерала вылепит, но он все равно останется не настоящим, а пластилиновым, понимаете? Вот это большая проблема. И наша проблема в том, что мы с вами в корне не сходимся. Вот не сходимся мы. Понимаете? Вас устраивает быть холопами, рабами? Нас не устраивает. Не устраивает нас это. Понимаете? Вы думали, чеченцев только убьют, чеченцев только сделают холопами. А ну все, и ладно, чеченцы, объясняли, мусульмане, дикие, невоспитанные, трудноуправляемые, ничего страшного. Ничего, чеченцев побьют, а нас оставят, а мы заработаем. Все наши соседи, россияне, все наши на Кавказе соседи обогатились за геноцид чеченского народа. Русские обогатились, в том числе, в первую очередь, за счет крови чеченского народа и геноцида. И в Украину сейчас поехали, чтобы грабить как чеченцев. К большому сожалению, как в том анекдоте, не шмогла. Не шмогла просто. В Украине грабить так безнаказанно не получается. Хаймарсы прилетают. Но вот именно этими занимались, обогащались, кормились, поднимали свое эго, подняли свое эго до такой степени, что уже посчитали, что можно с Америкой не считаться. Америка же терпела, молчала, разрешала, значит, получается. А они ничего не могут, сделали вывод кремлевские небожители. Ага, все нормально. Если мы с чеченцами творим то, что творим, чеченцев не просто убили, их унижают, выставляют какого-то с 3 классами дебила, ставят над нами, с 3 классов образования, снимают штаны с чеченцев, унижают чеченцев, убивают чеченцев, грабят, насилуют, выгоняют из домов. И все молчат. Ну ничего там над чеченцами там. Ну чеченцы это же чеченцы.
Они бессмертные, им не больно, они не переживают, им деньги не нужны, образование не нужно, ничего чеченцам не нужно. Это такие какие-то непонятные люди, которыми можно все что угодно делать. И вот я не видел ни Алексея Навального на митингах, поддерживающих чеченцев. Я видел Алексея Навального, который топил чеченцев, призывал уничтожать, выдавать оружие русским, чтобы уничтожать чеченцев. Вот что я видел от самого либерального либерала Навального. Про ублюдка Ходорковского или гражданина Украины Невзорова я молчу вообще. Знаем мы этих пособников геноцида чеченского народа. И будут отвечать: Ходорковский, если ты планируешь здесь стать каким-то там суперлидером там на Западе и так далее. Так вот, поверь мне, как бы вам это не нравилось, здесь на Западе смотрят, как вы относитесь к чеченцам. И смотрели, как относился Навальный к чеченцам. Понимаешь? И это был его самый большой минус. И у тебя большой минус. И пока чеченцы вас не признают людьми, не вы нас, а мы вас не признаем рукопожатными людьми, вам руку пожимать не будут. Только так как собаке какой-нибудь, вынужденно, может быть, вам пожмут руку. Понимаете? И у тебя, Ходорковский, нет никаких шансов. Да, ты будешь там подкармливать, там у тебя наворованы, у русских деньги есть. Бюджет вот этот, общак КГБшный у тебя имеется, ты будешь подкармливать, но я тебе гарантирую, рукопожатным человеком ты не будешь, а чеченский народ с тебя рано или поздно тебя привлечет к уголовной ответственности и спросит за то, что ты грабил и чеченский народ в первую русско-чеченскую войну, во вторую, к счастью твоему, ты сидел где. Так. Мы индикатор демократических русских на Западе и Европе. Совершенно верно. Аслан, Навальный проект Путина. Навальный проект ФСБ. Путин или не Путин, я не знаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Дагестан. Ва алейкум салам. Так, свободен. Тузик, ama ya kucu avliyle da yer kucu şnır diyor. Yalol deta yal kuzar. Шнурок diyor. Тузик шерван kucu еще женится. Так, давайте дальше. Киборги. Да, бутерброд Навальный. Заразу снова лунає тривогою. Зараз знову лунаю тревога. Держитесь, Володимир, держитесь. Нет, Тузик, давай то вещается, он что, Тузик шляется. Так. Вы в Чечне, брат? Да, я в центре Грозного как раз, Ахмед, сейчас нахожусь. Видно, что ему не интересно. Видно, что ему не интересно. Он не видеть. Да, я не видеть. Асан, почему, как ты думаешь, Навального носят на руках на Западе, Байдена почетно принимает? Потому что, ну, смотрите, давайте начнем с того, что большие странности происходят со смертью Навального. Я считаю, что Навальный это проект ФСБ, который был предложен американцам, которые работали с тем, что имеют. Да, Навальный это проект ФСБ, но вокруг Навального еще можно собрать людей, которые будут на самом деле честно работать там, за демократические принципы там, и так далее, и так далее. И потом, когда Навального посадили, когда он уехал, потом он вернулся, мы же все знаем, что он добровольно вернулся, там все такое. И после этого его уничтожили. Уничтожили его пока, я пока ничего не утверждаю, но пока утверждать, что Навальный умер, я не буду. Потому что я смотрю на эту оппозицию, я смотрю на жену Навального, на Гудкова, на Ходора, на какого там еще там разных, Фейкина. Вот на всех этих смотрю, что-то мне не кажется, что это были соратники и друзья. Абсолютно не парятся, товарищи. Более-менее чуть-чуть ярость проявил, и то, вероятно, наигранно Гудков,
Геннадий на Путина там что-то сказал. Так никакой ярости, никакого расстройства ни у жены Навального, ни у остальных я не увидел. Это меня подталкивает к мысли, что, вероятно, он не умер. Не просто это мерзавцы и теперь пытаются разделить наследство Навального, так сказать. Те, кто реально думают, что он жив. Они поэтому так себя, может быть, ведут. Мать нам показывает, которая не требует провести экспертизу. Ее сына убили. Она говорит, отдайте тело захоронить. Эту экспертизу, если малейшее подозрение есть на насильственную смерть, особенно в таких случаях, как с Навальным, ее должны сами проводить. Но никто ее не проводит. Тело быстро нужно захоронить. И мы сейчас увидим, скорее всего, разговоров об экспертизе, о вскрытии тела. Мы, скорее всего, не увидим. Ну, не знаю я. Я наблюдение вам говорю. Потому что верить им ни одному слову нельзя. Потому что Навальный проект ФСБ – это факт, точка, от которой мы исходим. И ее ни в коем случае, ее подвергать сомнению у меня нет ни малейшего основания. Значит, если он их агент, либо они его не убили, а передвинули в сторону, либо, а разговор какой был? Либо убили и сейчас просто там пытаются скрыть. А разговор какой был? Обменять на террориста Навального, на террориста Красикова, который сидит в немецкой тюрьме, которого обязательно должны перевести в Гуантанамо, чтобы его тут не требовали разные там желающие. И чтобы все остальные террористы понимали, что их ждет Гуантанамо, и они там все будут собираться. И вот им нужно каким-то образом показать нам, что экспертизу проводить по Навальному не будем. А как это так? Я просто не понимаю, как это может происходить. Я просто не могу никак понять, да? Как получается так, что Навального убили, его товарищи, его друзья вообще не парятся. Мама, которая единственная, кому я поверил, это была мама, которой сказали, что Навального нет в живых. Но это первое видео, которое я видел. Второе видео, которое она говорит, мне показали труп Навального, Алексея, и типа, давайте вы согласитесь, но типа эксгумации никакой не будет. Просто никакого вскрытия, просто к могиле подойдете, похороним и так далее. С одной стороны, по российским законам это так и будет, потому что Навального и вот этот ФБК признали террористами, экстремистами. Получается, вероятно, тогда, называя Навального террористами, экстремистами, я об этом делал видео как раз тогда, потому что это было очень смешно, на террористов они не тянут никак, но почему-то их, хотя они не тянут, назвали террористами. И сейчас на основании того, что Навальный был террористом, его тело Россия может не выдать как террориста, как не выдали президента Аслана Масхадова тело родственников. Получается, вот внесение террористами ФБК было сделано для того, чтобы сейчас не отдать тело Навального, зная, что Навальный сейчас будет находиться в тюрьме, и его не обменивают американцы на Красикова. Или немцы не обменивают на Красикова. Понимаете? Было бы очень удобно забрать своего террориста и отдать своего вот этого агента здесь в Европу. И он здесь бы стал бы такой, освободили, обменяли на террориста Красикова, и уже западные представители, разные учреждения обязаны были бы поддерживать Навального, раз уже поменяли. Уже, считайте, свое что-то отдали и забрали тоже, как бы, свое что-то получается. И Навальный это свое получается. Видимо, это не шло никак, ни в какие ворота, это не проходило. Именно этот сценарий не прокатывал. Да? И тогда, получается, если следовать логике Латыниной,
которая в упор не видит, что в 99 году ФСБ взрывала свои дома. Все видят, ФСБшники расследования проводят, а Латынина до сих пор не видит. И она говорит, что Красикова хотели поменять на Навального. Но если Красиков им нужен, то как минимум из-за этого Навального не убили бы. Как минимум. Понимаете? А его убили, якобы. Может быть, и на самом деле убили, потому что агентуру убивать, агенты для них ничто. Это ноль агенты. Нужно пожертвовать, даже разговоров не будет стоять. Своих ФСБшников, действующих офицеров, они, конечно же, не будут так безнаказанно мочить, конечно. А агентура это ноль вообще, ничто. Агентуре кажется, конечно, что она из себя что-то представляет. Даже если у нее много денег, там 30, а на самом деле это ровным счетом для ФСБ, для этого террористического учреждения, ровным счетом ничего из себя не представляет. Нет, именно Соузам, именно Навального требовали. Ну, требовали и американцы, и еще и Навального тоже. И вот теперь Навального нет, которого американцы, видимо, не брали к себе, немцы к себе не брали в обмен на Красикова. А зато теперь есть жена, которая здесь находится. Поэтому я не утверждаю, что Навальный не умер. Я утверждаю, что они могут сделать все, что угодно со своим агентом. Но вот эта ситуация очень мне похожа, пока я не увижу экспертизу, независимую экспертизу о Навальном, ДНК Навальном, там, устанавливающую его родство с его детьми, с матерью. До тех пор я пока не верю, что Навальный, не то что не верю, я допускаю эту мысль, но я не могу утверждать, что он пока убит, на самом деле убит. Поэтому посмотрим, что будет. А если даже его убили, ну, с кем поведешься, ожидай, значит. Так. Из-за выборов его убили. Ну, не знаю. Его жена с Кристо Грозева. Не знаю. Очень смелое ваше заявление о Навальном агент ФСБ. Залещак, это мое заявление я уже сделал давным-давно. И я утверждаю, это так и есть. Если вы мне утверждаете обратное, то вы не понимаете российских реалий. Если вы абсолютно не понимаете. Если вы считаете, что Навальный был агентом Америки и никак Россия его там не контролировала, не поддерживала. Это был изначально проект фашистской России, который, я так полагаю, был подведен американцам. Сказал, вот смотрите, можно с ним взаимодействовать. Вам нужна оппозиция? Вот оппозиционер, действуйте. Но мы должны быть уверены в этом человеке, а мы уверены в Алексее Навальном. Мы говорим, что вот с ним можете взаимодействовать. И вот американцы взаимодействовали, с кем можно было взаимодействовать. На мой взгляд. На мой взгляд. Как там есть в действительности, я не знаю. Но то, что российские спецслужбы одобряли, поддерживали, контролировали, помогали Алексею Навальному, в этом нет ни малейшего сомнения. ФБК призвало писать в бюллетене за Навального. Вот грохнули, чтобы не мутил. Дело в том, что выборы, которые состоятся в этом году, так называемые выборы так называемого президента фашистской России, не являются ничем иным, как профанацией. Это обман. Алексей Навальный с 11 года сливал митинги. Алексей Навальный обогащался, получал акции Аэрофлота, очень тесно сотрудничал. С Дмитрием Медведевым встречался. Я еще когда жил в Москве, у меня была информация, что он встречался с Дмитрием Медведевым, тайно встречались там и проводили там разные разговоры там свои, готовились. И как вы думаете, Алексей Навальный, который все время был пособником Путина, сливал митинги, всегда легитимизировал этот режим, и теперь нам снова заявляют идти на выборы. Это обман, это имитация выборов. Понимаете? Нет никакой легитимизации. Кто пойдет на выборы, напишет Навальный, это юридически не имеет ровным счетом никакого смысла. Это испортить бюллетень. Навальный там, что угодно, Байден там напишите, что угодно. Просто бюллетень испортится. Но вы пойдете на эти митинги, и тем самым вы покажете активность. И значит, а те нарисуют свои, рисуют цифры не на избирательном участке, а цифры рисуют, Панфилова рисует в Центральной избирательной комиссии. И вот эти цифры вам будут нарисованы,
И скажут, ну смотрите, вы же видели видео, активно люди приходили, участвовали. А кто знает, что они за Навального там писали. Заходил, выходил, видно. Полный игнор. Тот, кто реально за Россию, за демократическую Россию, за свободную Россию, тот должен говорить о полном игноре российских выборов, путинских так называемых выборов. А не то, что Навальный делал. Навальный был пособником и сдох пособником, если сдох. А если не сдох, то значит еще живой продолжает оставаться пособником террориста Путина и ФСБ. Это я вам официально заявляю, публично. Навальный такой же империалист, как и Путин и другие русские. Как большинство русских. Да, совершенно верно. God bless Чечня пишет. Навальный, Ходор, Гудков, Фейгин и Мегин — это все голозады имперцы. Да, именно так, Совзам. Абсолютно так. Так. Стамахин за вас, я вчера с ним встречался. Владимир, конечно, Стамахин за нас. Стамахин был за нас, когда все были против нас. Стамахин, как и любой гражданин Чеченской республики Ичкерия, перенес все тяготы геноцида и преследования чеченского народа, хотя он москвич, русский. И Борис Стамахин является почетным консулом Чеченской республики Ичкерия в Украине. И большим уважением относимся к Борису. Хотя с некоторыми его вещами, особенно религиозными, я не согласен. Но большим уважением отношусь. Мало сказать как. Не надо, надо что делать. Я про выборы президента 17 марта. Президенты 17 марта все равно должны быть... Вот что нужно делать. Игнор полный. Полное игнорирование. Больше никак. Суд над террористической бандой КГБ, СССР, ФСБ. Рассекречивание архивов. Единственные требования, какие должны быть. Только это. Никак иначе. А все остальное это туфта. Продление жизни вот этого режима. Только так это все делать. Ответ простой. В РФ есть три категории. Бояре, холопы и рабы. Холопы хотят быть боярами. И кому это удается убийствами, кровожадностью людей. Ходор разжалует до холопа. Все ублюдки ответят. Да, мула, да, мула. Дякую, понялся. Дякую. Взаимно. Пожалуйста, над Азовским морем сбит А-50. Все будет Ичкерия. Давса, спасибо за отличную новость вам. Слава Украине, слава ЗСУ. Сейчас жену его за то конкретно пиарят. Говорит, она продолжит его дело. Но если жена не будет имперкой, то ну пусть продолжает. Если будет, то пусть будет той же. На лице жены Навального отражается счастье. Теперь понятно почему. Да, теперь она номер один, да. Ее Байден к себе пригласил, да. Но будем надеяться, что это хотя бы будет более-менее. Ну, посмотрим. Но это их сугубо лично русские, внутренние их проблемы, поэтому пусть разбираются, да. Будут нормальными, мы не будем их критиковать. Будут ненормальными, извините, тогда вы можете, конечно, быть кем угодно, но критику вы от нас получите. Асан, сочувствую чеченским, ингушским, черкесским, кабардинским народам в связи с годовщиной депортации 44. Спасибо, Тигран, спасибо. Умер один империалист, другие остались. Да? Умер, не умер, один черт. Как же все равно Навальный, да? Ну, нам-то да, но вот из-за того, что вот эти средства массовой информации говорят об этом, вот поэтому мы тоже это обсудили. Так, Золкин, брат Навального. Да, сестра. Так, на лице же Навального счастье. Да, это точно. Так, друзья, сколько мы в эфире? Мы уже почти час, да, больше часа мы в эфире. Да, больше часа. Я думаю, можно уже закругляться, друзья.
Алейкум ассалам, СЦ. Еще один самолет А-50 сегодня сбили. Да, аферист Шулер, только что тут Давса написал. Слава Украине, друзья, слава Украине, Оджила Ямаша, Ойко с пулеметом. Героям слава, героям слава. Хорошие новости, хорошие. Каждый день будут только хорошие новости. Так, друзья, я тогда на этом свой стрим закончу. Мефисто пишет: Юлия рада, что теперь не надо скрывать, как ей все равно. Да, Юля поднялась. Ну, если реально убили Навального, и Юля, если реально убили Навального, я сожалею об этом. На самом деле, человек убит вот этими подлецами. Он поверил этим подлецам, и они его кинули. Да, его книга закрылась, там, Бог ему судья. Если же его не убили, и если вот эта Юля, она продолжит линию, и она на самом деле будет себя вести, в отличие от своего мужа, толерантно по отношению к тем, кого ее народ, их народ уничтожал, ну, тогда вообще другой разговор. А если она продолжит такая же, ну, тогда Бог судья. Если он жив, конечно, это тоже все по-другому меняет. Ну, да, больше я склоняюсь, что он все-таки убит, потому что русским убить вообще не проблема. Своего агента, там, 30. Поэтому, если убит, ну, земля пухом, как говорится. Я тоже смеюсь, потому что ты идешь в огонь. Я тоже смеюсь, потому что ты смеешься в огонь. Чечения мне пишет. Почему ты смеешься, если человек идет в огонь? Тебе это нравится, что человек идет в огонь? Боже мой, какой плохой человек ты. Абсолютно без разницы, говорит Мефисто. Ясно, Мефисто. У тебя сзади висит флаг большого великого государства. Ты затмил вообще. Да, это величайшее государство. Ичкерия, а за ним такой же Соединенные Штаты Америки. Анкел, was machst du hier? Super, danke, Zelimхан. Danke. Halb Minute ist Onkel, Südbach. Omsivay. Германия Хирукор. Машвоэль, племяшка Деон, Машвоэль. Он говорит: слава Украине, слава героям, будущим мусульман. Стыд, американский флаг висит. Боже мой, Акитерсо, Войзерсона, Зелимхан, сурте Войзерсона. Машалу Айдег. У меня, конечно, хочу, но он инцал проверит виру укар. Ваше мнение о чем мнение мое? Ну все, давайте, друзья, скорее всего убили, слишком много знал. Может быть, Уйка, да, проще убить. Ну посмотрим, дождемся. Я пока не увижу труп и независимой экспертизы от независимых экспертов международных, я не буду утверждать, что он мертв. Это мое право, я поэтому буду пока придерживаться. Но я больше склонен, конечно, тоже считать, что он мертв. Посмотрим. Все будет Ичкерия, шедек Ичкерия, хирдушин, дел мула, кану Аллах, кану амуахта. Слава Украине, Господи, благослови Америку. Адикер маш аль бюз дегал